Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутии в 2020 году будет создан фонд по поддержке граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Какие виды помощи будут предоставляться и как, рассказал в эфире передачи «Прямой разговор» глава республики Айсен Николаев. Он будет функционировать по принципу софинансирования из федерального бюджета. Предполагается, что 5% будет выделяться из республиканского и 95% из федерального бюджета. Напомним, в Якутии в реестр обманутых дольщиков внесены 500 граждан. За последние годы помощь государства в разных формах получили 1600 человек, в том числе по передаче проблемных объектов другому застройщику, формированию ЖСК на завершение объекта, социальным выплатам, в частности пострадавшим от двойных продаж. Дома и квартиры можно будет застраховать от чрезвычайных ситуаций, при этом страхование жилплощади останется добровольным. Закон вступил в силу. Предполагается, что перечень страховых рисков каждый регион будет устанавливать самостоятельно. Например, это могут быть стихийные бедствия, которые часто случаются в субъекте федерации, природные пожары, наводнения, землетрясения и ураганы. В этот же список можно включить и техногенные катастрофы. Кроме того, постановлением правительства установлен минимальный объем обязательств страховщиков по риску утраты жилого помещения. В результате чрезвычайной ситуации от 300 до 500 тысяч рублей. Прожиточный минимум за первый квартал 2019 года составил 10 753 рубля. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу 3 августа. Прожиточный минимум трудоспособного населения утвержден в размере 11 653 рублей, пенсионеров 8 894 рублей и детей 10 585 рублей, сказано в документе. Прожиточный минимум состоит из потребительской корзины, минимального набора непродовольственных товаров, услуг, необходимых для сохранения здоровья человека, и ряда платежей, в том числе коммунальных. В Якутии продолжается всероссийская диспансеризация взрослого населения. Жители всех районов Якутии могут до 15 августа пройти бесплатное комплексное медицинское обследование. При себе достаточно иметь паспорт. Все медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы. Больницы и поликлиники работают с 8:30 до 20 часов и в субботу с 8:30 до 18. Это позволит трудящимся пройти диспансеризацию после рабочего дня. Также для удобства граждан площади и крупные торговые центры оборудованы для прохождения медицинского осмотра. По данным Министерства здравоохранения Якутии, на сегодняшний день здравосмотр прошли 5000 якутян. Надо вообще-то ежегодно проходить, потому что человек может и буквально за неделю заболеть, в принципе. Потому что вот взять эти онкозаболевания, да, бывает, что вот даже по родне служить, например, когда вот они раньше вообще не проходили, не было такой диспансеризации. Или когда заболеет, человек приходит в поликлинику, тогда начинает потихоньку начинать. А сейчас вот, когда вот сейчас диспансеризация, вот, которая конкретно, она же сразу выявляет по анализу крови, мочи можно сразу видать. По моче можно сразу почки узнать, по крови можно все заболевания. Впервые в Якутии на базе летнего лагеря «Кэскил» открылась смена по киберспорту. Сейчас это наиболее востребованное и популярное направление у молодежи, и поэтому Министерство образования республики планирует и дальше развивать киберспорт на других площадках и районах. Детям в лагере будут даны мастер-классы по различным играм и компетенциям, которые в дальнейшем им будут полезны. Выбраны 3 игры, в том числе и популярная игра CSGO и хардкорная игра успешной якутской компании «Майтона».
Скажу, что очень интересный сезон, где два направления, да, это киберспорт и WorldSkills, чемпионат профессионального мастерства. В этих двух направлениях у нас будет в лагере присутствовать 58 школьников, да, разных возрастов, которые будут свои компетенции оттачивать по киберспорту, играм. Да. Планируем расширить охват, да, планируем, что у нас будут присутствовать также в лагерях в УЛУСах, да, с помощью, опять же, тех колледжей и техникумов, которые расположены в этих УЛУСах. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Спасибо большое, коллеги. Я хочу поприветствовать всех, кто встречает вместе с нами этот новый день. Сегодня 5 августа, на календаре понедельник. Замечательный день, чтобы начать новую рабочую неделю. Светит солнышко, в Якутске немножко пахнет дымом, но в целом погода замечательная, тепло и хорошо. В 4 районах Якутии ожидаются дожди. А что же будет с погодой, с температурой на ваших термометрах? Прямо сейчас из прогноза синоптиков. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных УЛУСах утром плюс 4, плюс 9, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 16, плюс 20, Заречье плюс 3, плюс 13 было утром, днем плюс 12, плюс 17, на юге республики плюс 8, плюс 9, днем плюс 16, плюс 17, в Вилийских УЛУСах плюс 7, плюс 10, днем плюс 23, плюс 24, в Нижнеилинских УЛУСах плюс 4, плюс 7, утром, днем плюс 20, плюс 21, на западе плюс 8, плюс 13 утром, днем плюс 23, плюс 24. В Колымо-Идигирских районах плюс 2, плюс 10, днем плюс 10, плюс 16. В Янских утром столбик термометра опускался до отметки минус 2 градуса. В течение дня поднимется до плюс 9, плюс 19. На северо-западе республики плюс 6, плюс 15, днем плюс 14, плюс 24. В Якутске в 6 утра температура воздуха была на отметке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 2,5 метров в секунду. Днем ожидается плюс 22, плюс 24. И вот когда я выходил, обратил внимание, что ночью, видимо, прошел кратковременный дождь. Свидетельство о рождении. Наверное, это самый первый документ, который получает человек, когда появляется на свет. Но сначала немного об истории свидетельства о рождении. 100 лет назад такого понятия в России в принципе не было. Были метрики. То есть это были выписки из церковной метрической книги, где священник вел и делал записи о том, кто родился на свет, кто его был родители и, собственно говоря, дату рождения. Эти метрические книги появились в 1666 году, а 14 апреля 1702 года Петр I издал указ о подаче в патриарший духовный приказ приходскими священниками недельных ведомостях о родившихся и умерших. Были еще указы, но они касались уточнений. Так, например, форма записи в метрических книгах несколько раз менялась и окончательно была утверждена в 1838 году. Теперь же для получения свидетельства о рождении не надо идти куда-то далеко, можно воспользоваться сайтом государственных услуг. Как это сделать, в нашем следующем сюжете. Граждане имеют право подать в орган ЗАГС заявление о рождении в форме электронного документа через портал государственных услуг. Свидетельство о рождении оформляется в течение месяца после того, как родился ребенок. Можно подать заявление в орган ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей. Необходимые документы: медицинское свидетельство о рождении, паспорта родителей, свидетельство о браке родителей. Если родители в разводе, брак признан недействительным или супруг умер и прошло менее 300 дней, данные об отце внесутся на основании свидетельства о браке. Если родители не зарегистрированы в браке, запись об отце сделают со слов матери или по документу об установлении отцовства. Иногда в свидетельстве нет сведений об отце, такое тоже возможно. В заявлении нужно указать имя, отчество и фамилию ребенка. Если у родителей одна фамилия, такая же будет у ребенка. Если у родителей фамилии разные, ребенку можно дать любую из них или двойную.
Получить свидетельство о рождении необходимо в органе ЗАГС, в который направлено заявление в назначенное время. При этом необходимые документы, медицинское свидетельство, паспорта родителей, свидетельство о браке представляются заявителями лично в орган ЗАГС. Свидетельство о рождении выдается бесплатно в день обращения. Пошлину придется платить только в том случае, если сведения об отце вносятся на основании установления отцовства. Вместе со свидетельством выдается справка о рождении. Она действует полгода после рождения ребенка и нужна для оформления пособий. Портал государственных услуг делает жизнь граждан проще в различных сферах взаимодействия с государственными органами. Пользуйтесь, это удобно и просто. Наталья Колесова, Илья Жараев. Новый день. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 9 августа в эту пятницу мир отметит Международный день коренных народов. У нас сегодня здесь, на набережной нашего города, гости. Это Михаил Александрович Погадаев, который является заместителем министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики, и Вячеслав Иванович Шадрин, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Доброе утро. Ну, наверное, первый вопрос. Какова значимость праздника Международный день коренных народов мира и в чем его значение? Ну, вообще, этот праздник был основан, провозглашен Организацией Объединенных Наций в 1994 году и был именно посвящен коренным народам мира в силу особого их положения. С одной стороны, это их бедность, с другой стороны, для того, чтобы выделить значимость их в мировом культурном пространстве, их значение в сохранении и культурного, и биологического разнообразия. И с тех пор, вот с 1995 года, тогда был провозглашен первое международное десятилетие коренных народов, в 2005 году второе международное. И надо сказать, что вот это уже такая целенаправленная деятельность Организации Объединенных Наций стала давать свои плоды. Вот достаточно просто сказать, что в 2007 году была принята Декларация прав коренных народов мира. И эти действия продолжаются. И вот каждый год Международный день коренных народов проходит под своим слоганом. В этом году девизом Международного дня является именно сохранение языков коренных народов мира. Вы знаете, что это как раз год объявлен Международным годом языков коренных народов мира. А какие мероприятия запланированы в Якутске и в республике в целом? Нужно сказать о том, что Республика Саха-Якутия уделяет большое внимание решению вопросов коренных народов. Это касается и сохранения языка, культуры, традиционного образа жизни. И поэтому в этом году у нас запланированы достаточно большие мероприятия. Сегодня, уже начиная с сегодняшнего дня, начнутся мероприятия. Сегодня состоится открытие научно-практической конференции «Сохраним культуру, сохраним народ» в Северо-Восточном федеральном университете, который проводится совместно с администрацией Жиганского района, нашего Арктического района. Затем у нас также состоится 6 по 8 августа это 5-й суглан молодежи коренных малочисленных народов Севера в местности Усхатын, куда приедут представители молодежи из разных регионов. Также пройдет фестиваль иванкийской культуры «Аюкта», который у нас тоже уже приобрел статус ежегодного, и в рамках него тоже больше 200 участников приезжают не только с наших районов республики, но и с других регионов Российской Федерации. Там Амурская область, Иркутская область, Бурятия, Хабаровский край и так далее. Ну и завершением этого 9 августа состоится фестиваль «Кочевье-2019», который тоже ежегодно проходит на площади Орджоникидзе с участием жителей, гостей города, ну и всех тех, кто и относит себя к коренным народам, и всех тех, кто считает, что этот день очень важен, потому что этот год объявлен годом консолидации, поэтому мы приглашаем всех жителей, всех представителей разных национальностей отметить этот день. А новинки есть какие-то, может, нововведения? В этом году было принято решение, что мы больше сосредоточимся на содержательной части, и в этом году новинка в том, что мы будем больше говорить именно о коренных народах, об их культуре, о проблеме сохранения языка и так далее. И, например, будет такое совещание с представителями районов республики именно по проблемам коренных малочисленных народов Севера, который проводит уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Иванова Лена Степановна. Ну и в целом мы все-таки считаем, что
сохранение культуры, языка и так далее. Это все важно, но важно также говорить об этих проблемах, важно принимать какие-то решения для того, чтобы все-таки эти вопросы они решались. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера – это такой важный социальный партнер и министерство, и в целом в гражданском обществе. Какие-то планы совместной работы уже наметили и что планируете осуществлять? Конечно, Министерство по развитию Арктики и делам коренных народов Севера является основным, наверное, ведущим министерством, с которым мы взаимодействуем. Буквально на днях у нас в преддверии дня состоялась встреча с руководством министерства, с министром Владимиром Николаевичем Черноградским, заместителем министра, с активом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, где мы еще раз обсудили наши вопросы, проблемы. А так, конечно, с самого начала создания министерства мы взаимодействовали с данным министерством, встречались, обсуждали. И особенно у нас очень плотная сейчас работа идет вот по разработке стратегии развития арктических улусов, которые, конечно, большая часть касается именно коренных малочисленных народов Севера. Спасибо большое, Вячеслав Иванович, Михаил Александрович. Хочется поздравить с наступающим Международным днем коренных народов мира, пожелать интересного его проведения, вот, чтобы те планы, которые вы наметили, они осуществились. Ну, а нам хотелось бы пригласить всех зрителей, всех жителей города Якутска прийти и посетить наше мероприятие, которое вот намечается с сегодняшнего дня. Ну и в первую очередь, конечно, 9 августа с 12 часов на площадь Орджоникидзе, где мы вас всех ждем. Спасибо. Август уже наступил активно, огороды у всех приносят огромные плоды, огурцы, помидоры. Как же грамотно засолить то и другое в нашем следующем сюжете? Доброе утро, меня зовут Наталья. Сегодня мы представим вам рецепт засолки огурцов. Сегодня мне будет помогать моя дочь, ее зовут Алина. Доброе утро! Рецепт огурцов очень оригинальный и интересный. Интересен он тем, что наши огурцы не поменяют свой цвет в процессе хранения в банках. Для этого мы используем засолочный сорт огурцов вот такого маленького размера. Специи – это тмин, это будет кориандр, это будет горчица и перцы разные, смесь перцев. Это будет и розовый, и белый, и душистый перец, и черный. Также из специй мы будем использовать перчики чили, чеснок и листья вишни, но у нас листья яблони. Также, естественно, соль и укроп. Итак, мы начинаем процесс. Для этого мы должны срезать оба конца нашего огурца и сделать надрез крестом. До нарезания и складывания в кастрюлю мы должны эти огурцы тщательно вымыть, пролить кипятком и приготовить в какой-то большой посуде, куда мы тут же моментально после проливания кипятка сложим холодную воду. Для этого мы берем холодную очищенную воду, и я добавляю всегда туда кусочки льда. Огурцы эти можно хранить в стерилизованных банках вплоть до Нового года. Мы спокойно едим их до 8 марта. Сегодня я приготовлю их более простой вариант. Они будут у меня храниться в кастрюле в холодильнике. Завтра ровно через сутки их можно уже употреблять. Чеснок мы очистили от кожуры, и мы его режем такими вот маленькими тоненькими кольцами. Чайную ложку горчицы на 2 слоя. Семена кинзы – это кориандр, чайная ложка кориандра. Очень пикантный вкус придает такая специя, как тмин, смесь перцев. Значит, здесь черный, белый, зеленый и душистый. Кладем еще дополнительно такую специю, как целая гвоздика, Алина. 3 штучки ты, 2 штучки я. И все слои у нас повторяются. На завершающий этап мы заливаем рассолом. Если вы хотите их замариновать, засолить и хранить их долго, вы обязательно не забывайте стерилизовать очень тщательно крышки и стеклянные банки. И засаливаете их уже в банке, заливаете холодным рассолом в банке. Я же оставлю это так и будем употреблять через сутки. Хранить мы будем в холодильнике. Спасибо вам большое. Живите вкусно! Вы помните свое детство? Знаете, я вот вспоминаю, когда я ходил в школу, когда здесь еще не было набережной, мы с друзьями ходили, плавали буквально вот в 200 метрах отсюда, и было счастье, была рыбалка, помню, даже мальки плавали, мы пытались их на удочку поддеть, это было так здорово, потому что воспоминания о детстве, наверное, хранит каждый человек в своей памяти, и это самые, наверное, теплые, добрые воспоминания.
Каким было лето вашего детства, задались вопросом наши корреспонденты и отправились на улицы города Якутска выяснять у жителей и гостей столицы ответ на этот вопрос. Лето вашего детства? Лето мое детство – это всегда купание, это всегда друзья, это посиделки у костра, это отличное настроение. Я думаю, что с детства ничего не поменялось, практически мне сейчас очень много лет, но я тем же занимаюсь, радуюсь жизни и наслаждаюсь каждым днем лета. Было в деревне, было очень насыщенно. Я был очень занят, я все время увлекался танцами и танцевал все время. Шпагат сидел, акробатикой, гимнастикой. Вот так купался очень много и все время танцевал. Беззаботно. Не то, что сейчас. Бегали по заборам, по дворам гуляли, да, босиком. Никто за нами не наблюдал, как мы сейчас за детьми наблюдаем. Вот так вот проходило беззаботно. Беззаботно. Очень активно. В лагерь детский ходили, пионерский. На даче проводила со своими родителями, у бабушки. Лагеря, Цинекос, спортивный лагерь Цинекос. Очень хорошо, даже весело вполне. Сенокос, работа, кино, купалка. Все такое вот. Счастливое детство. На реке лени было. Все. Что вы делали? Купались, рыбачили, маленькие были. Что там? Не работали, же работали. Пионер-лагерь. В детстве это было шикарно на даче. Все года до окончания школы. Каждый год мы были на даче. У нас были там свои компании, походы, жарение картошки, грибов, всего прочего. Купалка, естественно. Детство? О, беззаботное детство было. В деревне. В деревне ходили самостоятельно в лес с маленькими ребятишками, не боялись. А сейчас наши пойдут, муж их нет, пусть ими как... Ну так что, беззаботно. Беззаботно было, вот именно что. Замечательно. Очень хорошо купались, играли. Не было ни интернетов, ни телевизоров. И это было очень хорошее детское. Лето моего детства? Ну, помню я, как мы все время на сенокосе работали. Всегда так проходило мое лето. Доброе утро, Республика. Мы продолжаем работать в прямом эфире сейчас. Сегодня 5 августа, день недели, понедельник. В Якутске ожидается сегодня замечательная погода. Плюс 21, плюс 23 градуса в течение дня. А продолжим мы наш эфир с гостей. Сегодня у нас здесь, на набережной города Якутска. Это Иванова Ирина, руководитель отдела по реализации молодежной политики Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Доброе утро, Ирина. Тема нашей беседы – это «Синергия Севера», уже традиционный молодежный форум, который пройдет в какие сроки? Ну, форум у нас пройдет с 21 по 25 августа в селе Намцы Намского УВУСа. Какую-то часть мы будем проводить в парке культуры и отдыха села Намца и какую-то часть в Намском колледже. Как раз мы договариваемся насчет базы, поэтому в селе Намцы точно пройдем. Что представляет собой синергия Севера вот этого 2019 года? В чем, возможно, будет отличие от предыдущих форумов? Ну, ежегодно у нас меняются направления, то есть в этом году будет 5 направлений. Это лидеры Якутии, данное направление будет курировать молодежное правительство. Направление профлайф, рабочие специальности, данное направление курирует Федерация профсоюзов. Конечно же, развитие волонтерского движения, направление «Мы добровольцы». Ежегодное направление «Я инженер» и ну, конечно, сейчас актуальный вопрос социально-экономического развития арктических территорий, поэтому в этом году у нас будет работать направление «Молодежь Арктики». А вот как попасть на этот форум? Что необходимо ребятам? Где подать заявки и до какого числа? Ну, требований как таковых нет. Главное возраст от 18 до 35 лет, ну и желание, соответственно. Заявки мы принимаем через автоматизированную систему АИС «Молодежь» до 15 августа. Вот по поводу приема заявок, что необходимо предоставить? Может быть, какие-то документы, какой-то проект для того, чтобы пройти отбор? Ну, конечно, у нас квоты имеются по 5 направлениям, это 40 мест на одно направление, поэтому ребятами заполняется анкета, ну и, соответственно, плюс будет, конечно, наличие проекта. Но это не говорит о том, что у них должны быть готовые проекты, в принципе, можно приехать там, он пройдет в течение 5 дней, будет работать конвейер проектов, будет приглашены федеральные эксперты по 5 направлениям, поэтому, в
в принципе, можно, как бы, наличие проекта не является обязательным. Вот иногда мы слышим такую критику в адрес различных молодежных форумов. Вот, приехали, там, поиграли, пообщались, а дальше что? Да? Вот что бы вы могли ответить таким критиканам? Ну, что можно сказать? Да, в рамках форума у нас будет разыгрываться грант на физическим лицам, 17 грантов по 5 направлениям. Ежегодно у нас ребята разрабатывают проекты различных отраслей, которые все равно как-то влияют на развитие дальнейшего молодежи. Мы всех сопровождаем, всем помогаем, поэтому мы не останавливаемся на этих 5 днях. Все равно все эти ребята, которые принимают у нас участие, мы с ними работаем там, в течение года, в течение нескольких дней, создаются молодежные сообщества и так далее. Вот можете привести такие, пример проектов, которые были, допустим, в 2018 году поддержаны и реализованы вот в течение истекшего года? Ну, очень было много проектов по направлению, конечно, я инженер, инженерные проекты, да, и были проведены различные фестивали, кинофестивали. Ну и, конечно, по отраслям, если вот так точно я вам не скажу, но проектов было достаточно. Ежегодно у нас как бы направления меняются, и проекты по различным отраслям у нас разрабатываются. Сколько всего участников ожидается, если вот по 40? Всего ожидается 200 участников и 50 организаторов. Ну, где-то мы с участием федеральных экспертов с нашей республики, да, это будет где-то около 300 человек. А что ожидает в программе, вот, кроме конвейера проектов и обучения от федеральных экспертов? По направлениям у нас будут различные программы. Это образовательные лекции, семинары, интеллектуальные квизы. Мы проведем дебаты. То есть максимально 5 дней мы будем, у нас будут направлены на образовательную часть. То есть раскрывать творческий потенциал молодежи. Да, раскрывать творческий потенциал, обмен опытом, ну и, конечно, выявлять и развивать молодежь. Спасибо большое, Ирина, что подошли к нам сегодня утром. Хочется пожелать интереснейшего проведения «Синергии Севера», активных участников, максимально вовлечения их в социальную жизнь. Ну и всего самого доброго. Спасибо. На этом у нас все. Буквально через пару секунд вы увидите повтор нашей программы вместе с коллегой Петром Кулаковским. Оставайтесь вместе с нами. Программой «Новый день». Получайте всегда самые новые, интересные новости. Всего вам самого отличного в этот день, в понедельник. Пока-пока.